надо кратко. Все, что здесь было сказано, было и на моем избирательном участке. Но поскольку я впервые был на комиссии, и несмотря на то, что законы изучал, блокнот этот для избирателей изучал, тем не менее практически все-таки не получается так, как это нужно. Все те фальсификации, которые здесь были названы, были и у нас. Выбросили все на стол, разобрали, понимаете, так и так далее. То есть все, что здесь было говорено, то же самое. Но я считаю, вот еще причину всех этих бед в чем. Вот эти избирательные комиссии созданы в основном с организацией. Школа целиком полностью во главе с директором или какое-то медицинское учреждение во главе. У нас на нашем избирательном участке был КАМАЗ, логический центр. Из 11 членов комиссии 8 человек из логического центра, а представители ЛДПР, Справедливой России, тоже из логического центра. То есть получается, что я один там в этой комиссии. Понимаете, нужно эти комиссии как-то немножко разбавить, и надо так, чтобы 67-й закон-то, понимаете, который гласит о том, что не более 1/2 части быть в комиссии от представителей администрации. Надо его соблюдать. Для этого надо, чтобы, значит, наши верховные руководители там и КПРФ, и других партий все-таки обратили внимание о создании комиссии по выборам, вот этих участковых комиссий. Все решают ведь они. Как они сработают, так и будут эти цифры. Поэтому в этой комиссии, как минимум, значит, 1/2 от администрации, а все остальные должны быть от других. Но так же нельзя создавать. Что вы думаете, логический центр, значит, так будет идти против Когогина, который, как говорится, мы все знаем, кто он такой. Что он представитель Единой России? Они все защищают Единую Россию. Поэтому трудно бороться в этой комиссии одному человеку, понимаете, с этой свой, можно сказать. Поэтому надо здесь внести поправки и внести соответствующие предложения, чтобы создание комиссии было справедливым, чтобы там было равное количество от всех партий, понимаете, и от всех общественных организаций. Ну и последок, значит, хотел бы сказать, что просыпается страна вроде бы, так, на наш взгляд, это движение пошло. Вот. И тем не менее, администрация президента что делает? Назначает зам прокурора, понимаете, одного из тех, которые проворовались в игорном бизнесе под Москвой. Вот ее понимание ситуации, вот ее движение, как говорится, к демократии. Последнее, что хочу сказать, надо наших детей, наших внуков, понимаете, все-таки тоже продвигать к этому делу. Дело в том, что они смотрят телевизор, видят там все хорошо, все прекрасно, понимаете, и на этом делают выводы. Нам, родителям, нам, бабушкам, дедушкам, надо все-таки показывать истину. Вот моя внучка посмотрела, как я мыкался, понимаете, по всем инстанциям, по судам, дошел до Верховного суда со своей пенсией, которую мне назначили по старости 124 рубля 11 копеек. Я возмутился, ходил по всем этим судам. Бесполезно. Ничего. И вот она посмотрела, увидела вот эти вот мытарства мои и говорит, я, говорит, эту Единую Россию видеть не могу. Вот только тогда они начинают просыпаться. Поэтому не надо отходить нам от детей, понимаете, и говорить, что они еще маленькие, ничего не понимают. Надо им сегодня показывать, какая власть сегодня, чтобы они видели истинное лицо. Спасибо за внимание. До свидания.